Печорские полицейские прикрыли несколько каналов поступления наркотиков, причем не только в свой город, но и транзитный трафик в Воркуту. Все задержанные наркокурьеры прибыли из других городов России по заданию оператора интернет-магазина. Во сколько им обойдется такая криминальная командировка на север за длинным рублем, расскажет Михаил Алипченков. Эти мужчины, внешне похожие на грибников, приехали в Печору из Кировской области в мае прошлого года отнюдь не для сбора даров леса. Наоборот, они прятали в мох вот такие розовые сердечки или бирюзовые пилюли для любителей синтетического дурмана. Деятельность нелегальных гастролеров, работавших на один из межрегиональных интернет-магазинов, сотрудники местной наркополиции вычислили в считанные дни. Лица прибыли на автомобиле, которые приобрели в городе Сыктывкаре непосредственно с целью конспирации. Свой личный автомобиль оставили на территории города Сыктывкара. Прибыли с различными видами наркотиков: марихуана, гашиш, наркотическое средство альфа-ПВП, в сленговом выражении для наркопотребителей просто соль. Размещали закладки непосредственно в лесном массиве, недалеко от поселка Кожево и Изяю Печорского района, а также ранее успели разместить закладки на территории лесного массива города Сыктывкара и города Ухты. Оперативники выяснили, до командировки на север кировчане уже побывали со спецзаданием от оператора в Мордовии, Липецкой и Воронежской областях. Деньги получали в биткоинах. Сейчас их дело рассматривается в суде. Перед Печорской Фемидой предстал еще один наркокурьер из Новосибирска. В ноябре прошлого года по заданию своего куратора, который полностью оплатил ему поездку, проживание и питание, сибиряк забрал в лесу оптовую партию дурмана. Привез его на съемную квартиру и там расфасовал по разовым дозам. Пакетики упаковывал в спичечные коробки и раскидывал в городе, пока его не задержали. Впрочем, долго его место не пустовало. Оператор вызвал в Печору на замену его девушку. В середине декабря 2021 года она приехала в город Печора. Операторам ей было сообщено о месте нахождения большой закладки с наркотическим веществом, несовершеннолетняя. Обнаружила его, соответственно, поместила в дальнейшем его по месту своего проживания на съемную квартиру. В дальнейшем по указанию оператора она расфасовала это все по определенному весу, воздушные шарики, потом в дальнейшем помещать их в снег, чтобы не намокало это все. На белом фоне, в снегу легче подлежат нахождению. И потом разместила путем закладок в различные места города Печора и близлежащих населенных пунктов. Все задержанные относятся к низовым звеньям преступной иерархии и выполняют роль розничных сбытчиков. Операторы доверяли им реализацию нескольких десятков граммов дурмана. Впрочем, для небольшой Печоры даже с приезжими вахтовиками это вполне достаточно. Кроме того, местные стражи порядка периодически фиксируют партии зелья, которые транзитом идет дальше в другие северные города. К примеру, в 2020-м 2 жителя Мурманска должны были перевезти четверть килограмма так называемой соли в Воркуту, но вместо криминального гонорара получили солидный срок в колонии.